Современный железнодорожный вокзал города Уфы – один из крупнейших транспортных узлов Куйбышевской железной дороги. Ежедневно на железнодорожном вокзале Уфы провожают и встречают десятки поездов дальнего следования, пригородные электропоезда. Из Уфы и через Уфу проезжают тысячи пассажиров. Железнодорожный вокзал Уфы построили в далеком 1888 году. Снесли его 8 десятилетий спустя, в конце 60-х годов 20 века. Через 3 года новое здание ЖД вокзала сдали в эксплуатацию. С реконструкцией вокзалу, можно сказать, не повезло. Здание перестраивали, ремонтировали более полутора десятка лет. В 2019 году глава Башкортостана Ради Хабиров, тогда еще временно исполняющий обязанности главы, в рамках рабочей поездки был на Уфимском ЖД вокзале. Встречался с руководством Куйбышевской железной дороги. В декабре 2020-го на железнодорожном вокзале состоялось очередное выездное совещание. Ради Фаридович, знаю, что в 2019 году были у нас на вокзальном комплексе, когда еще было в зачаточном уровне наша стройка. Ну, первый этап мы завершаем, так, в завершающей стадии находится. Вот уже привокзальная площадь сформирована, стоянка. Ну и мы сейчас пройдем по вокзальному комплексу, соответственно, посмотрим красоту, мебель новую, все это, конечно. Это история ведь сколько у нас, Дмитрий Викторович, вы знаете, нам, да? Эта история у нас Про вокзал? С 13-го года. Долгостроен. Долгострой. Его Ну, я как пришел сюда. первый проект, потом в связи с Это уже третий проект, Профильевич. Это уже третий проект. Да. То есть сейчас идет реализация нового уже проекта, который прошел главную экспертизу. Но вокзальный комплекс, он состоит из 2 этапов. Вот то, что мы сейчас идем, окончание первого этапа, это реконструкция старого здания. Сейчас зайдем, посмотрим. Вы были в 2019 году, видели, что там очень такие проблемы были по усилению несущих конструкций. Все это мы сделали, облагородили. 1 октября произвели техническое открытие. То есть пассажиров к зиме, теплоноситель, в тепло, уютно наши пассажиры в ожидании, говорится, поездов сидят. Плюс, значит, привокзалку уже облагородили. Здесь выбились, все было как бы разрушено. Вот разрушено, значит, наружные сети уложили, вот сформировали привокзальную площадь. То есть она, в принципе, сформирована уже на чистовую. Весной планируем здесь открыть парковку. А вот сейчас вот пока здесь вот мы стоим, вот площадка под гостиницей здесь же, да? Вот она, справа. То есть проектом, да, было предусмотрено географически, чтобы вот архитектура не, как бы соблюдалась. Слева это основное здание вокзала, а справа это гостиничный комплекс. Ну и здесь предполагается о том, что мы в последующем должны облагородить, делать комфортную среду вместе с вами. Потому что важно, чтобы вокзал был в национальном стиле. Есть предложение изюминка, чтобы национальный колорит. Вот мы же старые жители Уфы, да? Вот помните, у нас Башкортостан, ресторан был, там мини Салават Юлаев, национальный герой, на постаменте. Почему бы здесь не сделать? Давайте сделать подумаем. фотозону. Владимир Витальевич, поднимались памятник уходящим на... Да, очень, да. Ну, классно, да? Вообще, прямо нам тоже... Там еще вечером очень красиво смотрится, потому что... я же не видел, там подсветка есть. очень красиво. И вот, кстати, летом там люди проводили, там же лавочки еще мы поставили, то есть как бы в ожидании поезда как бы ожидали. Мне очень памятник. Это вот Андрей Геннадьевич занимался, очень хороший памятник. Алексей Фаридович, там нужно только нам доделать по проход подземный. Подземный пешеходный переход. Это наши зоны, да? Да, это на балансе Сурсиза. Как раз вот спускаемся, вы лестничный марш сделали сверху, и вот он именно подземный пешеходный переход должен спуститься под проезжей частью и выйти уже на привокзальную площадь. Вот было бы прекрасно. Но мы сегодня вот обсудим, протокол давайте сделаем, да? Ну, это здание вставки, оно уже в 2010 году, это ОРЖД порядка 600. Это все новое, динамические табло светодиодные. Это все реализация проекта нашего ОРЖД, порядка 600 миллионов. Еще в 2010 году ввели в эксплуатацию, вопросов по нему нету. Комфортно, уютно, тепло. Сейчас мы пройдем в торец, сейчас мы хотим там кафе организовать, сейчас увидите. В архиве как-то я покопался, нашел схемку 1938 года. Вот еще тогда спланировали как транспортно-пересадочный узел трамвайчики, ЖД-транспорт, надземный переход и речпорт. Почему? Чисто предложение. Речпорт, который находится в 2 километрах, он же там не актуальный.
А почему, допустим, не продлить, сделать набережную неплохую? Да, вообще было бы классно. В ожидании, конечно, тем более я знаю, что вы сейчас реанимируете Речь флот. Что мне сделать? Тяжело идет, но... А вот как это себе представляете? Вот здесь вот смотрите, Альф Ильич, вот. Вот смотрите, мы сейчас кафе хотим здесь сделать, да, вот такого, как бы заказное меню. Но вот смотрите. Вообще вид-то какой. Конечно. Вот смотрите, нашел я из генплана, 36-й год, выписка. Вот это, да? Да. И посмотрите, еще в те времена, Запланировано было как. вот видите, какой вокзал, вот привокзалка, вот трамвайчики, вот надземный пешеходный, вот он над путями и Речпорт. Вот река Белая. Смотрите. Здесь, в принципе, не так уж обустроить. То есть это уже будет в России единый, то есть единичный Это транспорт. будет полноценный транспортно-пересадочный узел. Все виды транспорта, автомобильный, там всех видов, железнодорожный и водный. Ну, деды наши придумывали. Зал ожидания. Вот сейчас это интерактивные как бы такие посадочные места с зарядными устройствами. То есть пассажир, да, может сесть и прям, ну, в гайд же, сейчас у нас население такое продвинутое. Я помню, Александр Александрович, я студентом здесь же выходил. Это был просто кошмар. Но сейчас это совершенно другой уровень, иной. Он солдатиков встречает. Вот интерактивная панельная, мы внедряем электронную справочную установку сенсорного типа, вот маленький экран, то есть минуя человеческий фактор, что сказать, здесь тоже сейчас как бы актуально, может набрать, колл-центр у нас единый. Пройдем сюда, Александр. Вот это красиво. Это наш купол. Высота его 34,5 метра. Вот на следующий год запланировали капитальный ремонт его, потому что есть... Его, может быть, разноцветным сделать? Да. Разноцветным сделать, Ну, как украшение. как шахматная доска, да, немножко так колоритно. Да. Ну, то есть добавить немножко цвета. А так вообще здесь это честно, все в порядке. Мы о ней не переживаем, да? Да, это все это в порядке, да. Вот это новая часть. Это в 2010 году мы ввели, все, оно уже на нашем балансе. Усиление проводили несущих конструкций. Санузел в Ренбуке мы открыли. Вот сейчас только в этой неделе получили нового образца диваны. В принципе, они как бы вписываются. В перспективе еще подключим, будет тоже с зарядами. А где брали такую мебель, интересно? Это централизованная поставка по всем вокзалам идет. Хорошо сделано. Но здесь еще будут поручни. Тут будет посередине поручни с USB-зарядами. Удобно. Да. Ну и совершенно другой уровень. Комфортно. Ну и хорошо, и там ничего на них не держит, там, как-то, ничего лишнего, да? Ты смотри, конфигурация разная. Можно. А это, да, это мы спланировали так, чтобы как бы тоже... Ведь каждый вокзал по-своему архитектура, поэтому вписали в стиль. Владимир Борисович, по развитию пригородных перевозок. Здравствуйте. Позвольте представиться, генеральный директор Башкортостанской пригородной пассажирской компании Гармаш Антон Викторович. В начале своего доклада хотел бы вас отдельно поблагодарить за то внимание, которое вы уделяете развитию пригородного железнодорожного комплекса. Хотелось бы начать со следующего, о том, что компания совместно с дорогой видит о том, что необходим транспортный каркас скоростного пригородного железнодорожного сообщения республики. Мы видим его следующим образом. Помимо перспективного и крайне важного необходимого кольца южного обхода вокруг, необходимо создать 3 направления, соединяющие все крупные города и населенные пункты Республики Башкортостан скоростными пригородными сообщениями. Так как мы исходим из логики и из призмы, как смотрит пассажир на данный транспортный продукт. Он ценит скорость, комфорт и стоимость. И периодичность, наверное. И безусловная периодичность курсирования такта движения. Проанализировав действующие пригородная железнодорожная транспортную доступность всеми видами транспортами, мы видим о том, что именно на участке на южном направлении, рабочее название Южный экспресс, сосредоточены все основные крупные населенные пункты республики. Куйбышевской железной дорогой совместно с участием Башкортостанского ППК были проведены опытные экспериментальные поездки для того, чтобы оценить, какие резервы у нового подвижного состава на действующей инфраструктуре есть. По результатам мы получили следующую картину. Участок Уфа, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Кумертау. Действующие пригородные поезда едут 6 часов с лишним. Мы же предлагаем 3 часа 40 минут, в 2 раза быстрее.
Если мы рассматриваем, это быстрее, чем пригородное сообщение, быстрее, чем автобусное сообщение. Вот сейчас вот можно, получается, вот время, вот Это сейчас 2 часа, а вы предлагаете мы тоже, уже едем 2 часа 10 минут с Куйбышевска. по деньгам примерно Мы сопоставить. оставляем тот же самый тариф, который действует сейчас. Мы просто ускоряем их. 50, тут 2 рейса в день. Да, ну, в принципе, прям все сопоставимо. Да, то есть мы создаем реальную конкуренцию тем нелегальным перевозчикам, которые сейчас используют. А это отсутствие налогов. А это отсутствие налогов, это Безопасность. безусловно, безопасность. Да. А учитывая текущую ситуацию в стране по пандемии, именно данные виды подвижного состава позволяют обеззараживать, рециркулировать постоянно воздух. А учитывая внимание о том, что мы будем организовывать данную продажу при вашем одобрении с указанием мест, когда человек может, не приходя никуда, в билетную кассу через мобильное приложение, которое существует, выкупить. Компания-перевозчик может дистанционно уже делать рассадку и продажу в шахматном порядке, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. В зависимости от развития ситуации можно либо увеличить, либо уменьшить количество мест. Наша цель не конкуренция с автобусным сообщением, а кооперация и работа вот как раз против этого серого теневого рынка. Мы же можем сюда еще алгу интегрировать. Безусловно, мы И с какими-то... Да, мы сейчас проводим соответствующее утверждение инвестпрограммы, согласовали и утвердили уже республиканским Минтрансом, где предусматривается до оборудования всей контрольно-кассовой техники, серверов приобретения, которые будут позволять принимать алгу не только в границах города Уфы, но по всей республике. То есть человек, который садится в электропоезд, может использовать алгу. Следующего года мы планируем до конца следующего года реализовать это. Если хорошо пойдет, мы даже посмотрим, там по алге скидки какие-то, ну, сами выпадающие будем. Заинтересовать, привлечь. Тогда народ при этих скидках будет уходить сюда. Это, знаете, мы как сделали? Мы алгу, когда сделали Башавтотранс, тот, кто алгу дает, платит 20, а тот, кто без алги, 28 рублей. Это хорошая мотивация. Хорошая мотивация. Там в месяц там 300-400 рублей, там у них экономия. Но мы решили комплексно подойти. Мы только это сейчас пока одно направление южное, тут еще и все остальные направления. И потом уже по итогам определимся, что первое, второе, третье, а может быть и все одновременно делаем. Продолжим. Я продолжу, если позволите. Нам очень важна кооперация и взаимовыгодное конструктивное взаимодействие с Башавтотрансом. Очень важно, у нас прекрасные есть большие города и Ишимбай. Они находятся в 10-15 минутной езды. Зачем жителю Ишимбая ехать опять же на автобусе, когда можно создать тактовые 10 минут, подвозят. Мы все-таки видим себя как магистральный скоростной пригородный железнодорожный транспорт, который забирает со всех 400 человек погрузили, завезли разом. То, о чем мы, вот идеология такая, вот то, что кольцо делает по Уфе, очень удобно передвигаться, а чтобы потом выезжать, комфортно, там стоит транспортно-пересадочный узел, подъехали везде. Это примерно та же идеология. Вот. Но для того, чтобы Ишимбай, в частности, это, наверное, чуть позже, потому что сперва надо навести порядок там. А здесь, где порядок уже есть, уже можно и уже взять для себя, условно, взять там Стальтамак и Кумертау, и с Башавтотрансом поженить, и уже, чтобы... Потому что там же люди с районов будут еще идти. Согласен. Вот. Позвольте, да? Мы видим ваше также внимание развитию туризма, мы его всячески хотим помогать его развивать, но так вот анализируя, видим, мы все-таки восточное, северное направление, у нас очень большой потенциал, и там уже едут люди Айгир, Легенда Урал, Новозака. Но при этом хотел бы сказать, потому что у нас прекраснейшие места в 2-часовой езды на комфортном скоростном электропоезде безопасно. Потенциал открывается колоссальный. Но, опять же, анализируя, а в чем причина, почему люди все-таки выбирают где-то свой личный автотранспорт? Ну, конечно, это скорость и комфорт, которую мы с использованием реализации данного проекта мы даем жителям республики. Следующее направление, крайне важное, также мы его назвали пока как Западный экспресс, западная сторона. Он соединяет между собой следующие, оставшиеся крупные населенные пункты. Да, это Чешмы, это Давлеканово, это Раевка, Приютово. Приютово, о чем вот говорили коллеги, рядом есть Белебей. Если мы по принципу Ишимбая и Белебея подвяжем, чтобы они привозили магистральным, опять же, транспортом, это будет
логистически правильно выстроенная, связанная между собой цепочка транспортного продукта. Здесь бы я также хотел вам обратить ваше... Тут даже побыстрее получается. Да. Вот, Мы, опять же, значительно на час быстрее действующих пригородных поездов. Там у нас двухпутный участок, это Транссиб, это главный ход, там уже инфраструктура подготовлена в полном объеме. А сколько составов у вас? 4 уже. 4. То есть они полностью вот это обеспечивают? Все уже? обеспечивают, Всё. тактовое движение. Да. А вот жители Чешмов, они могут садиться и тоже, да? Да, ну вот как раз остановочный И, пункт. видимо, здесь пока. скорость обеспечивается за счет того, что меньше остановок, да? Да, в том числе за счет нового подвижного состава, который разгоняется быстрее, и у него скорости значительно. Ну, то есть, В комплексе подходим. И инфраструктуру готовим, и подвижной состав. вот это очень мне нравится, вот эта история, конечно. По деньгам сопоставимо все, даже чуть поменьше где-то чуть больше. Разрешите? Ну, безусловно, здесь хотелось бы показать именно, а что получает в итоге потенциальный пассажир. В случае, если появится здесь электропоезда «Ласточка», и о чем мы говорили с вами, Орлан, они у нас с вами актуальны как раз на восточном направлении. Специфика так, железные дороги по всей России так строились, да, со своей спецификой. В чем она заключается, специфика? 2 вида тока. Постоянный и переменный электропоезда. Сейчас, в данный момент, жители республики, для того, чтобы жители Уфы доехать до того же Новоабзакова, он что делает? Он едет от Уфы до Инзера, где один вид тока, потом либо пересаживается, либо же садится в другой подвижной состав и следует. Уникальность той машины электропоезда заключается в следующем. Это единственный состав в электропоезде, изготовления уральские локомотивы, новый инновационный, который поддерживает в себе включен и перемен, и постоянный ток. Ему требуется 5-6 минут для того, чтобы перейти с одного вида тока, рода тока на другой. Он, получается, крайне важен, будет уникален непосредственно, без возможности быстро, комфортно и без каких-то либо пересадок добраться до того же, вплоть до Новоабзакова, до Белорецка. Это уникальная возможность. Это реконструкция вокзала. Мы техническое открытие сделали. 1 октября, и то, что тогда были, здесь порядка 130 опор. Есть проектики такие, да, дизайн-проект, национальная там тюбетечка сверху, на орнамент наш башкирский по фасаду. И у нас КДО открывается в том крыле, значит, она готова, приходит оператор, будем организовывать где-то на 25 посадочных мест мини-отель. Это тоже на 21 год. В 2021 году мы мы отсюда уходим, да? Это в рамках первого этапа. Еще второй. А второй этап предусмотрен. Это вот подземный пешеходный тоннель до 4-й платформы и реконструкция 2-й и 3-й пассажирской платформы. Сейчас, на сегодняшний день, значит, мы 1-ю и 4-ю платформу отреконструировали и полностью оснастили всеми техническими средствами. Светодиодное освещение, видеонаблюдение для безопасности, навигация, громкоговорящая связь, даже информационные столбы стоят, инстуечки. То есть можно, если что, экстренный вызов и к сотрудникам полиции, и справку получить. И самое, что тоже актуально, установили табло машиниста. Кассовый зал, посмотрим, Рафаэльевич, тоже. Вы здесь были, помните? Это старый кассовый зал, так он и был, да? Он здесь был. Но мы видоизменили, модернизировали его. Мы его модернизировали. Здесь сейчас, с учетом наших современных требований, и с учетом пассажиропотока. Это дальний. Пригород у нас в конкурсе, где мы проходили. Там 4 кассы, да. Вот электронная очередь. Она сейчас тоже... Возьмем, да. Идемте. Да, вот если билетик оформить, допустим, вот. Это так же, как операционная касса. Берете чек, да, и ожидаете, сидя как бы на диванчике. Ну, сейчас он возникнет, 83-й. Рафаэльевич, не узнать вокзал. Вот вы были в прошлый раз и сейчас. Да, но душа радуется. Хорошая современная реконструкция. Современная, хорошая конструкция. Но самое главное сейчас подумать о сервисе. Начальник моторно-вагонной дирекции. Посмотрим, вот это то, что мы уже поставили. Да? Это уже работает. На пределах Башкортостанской республики уже перевозит пассажиров. Конструктивные особенности данного подвижного состава. Головные вагоны оборудованы кнопкой звонка, позволяющие локомотивной бригаде, давайте сюда, чтобы поинформировать разъездных билетных кассиров, предоставить, организовать место для спуска или подъема маломобильного пассажира. Да, вот это вот нас Надо перрон поднимать. перрон поднимать, да. Более широкие тамбура, также утепленные двери, позволяющие соблюдать температурный режим.
наблюдение за сигналами, светодиод. Пройдемте. А она вот где, по каким маршрутам ходит? Она ездит по главному ходу от Аши до Раевки. Это вот сейчас то, что мы показывали, да, Восточный экспресс. Это уже действующий. Оборудован кондиционером воздуха с обеззараживанием. У вас сколько таких? 4? Да? 4, 2 еще в следующем году. Да. Всё, две и- планируются. а сколько старых ездит по этому маршруту? У нас на сегодня нет старых, по этому маршруту сейчас... все новые уже, да? Потому что мы Мы обновляем специально подвижной состав. закрыли этим движением. Движением этого состава. Тепло. А туалет есть в составе? Вот пройдемте. То есть место, то есть вот, маломобильный, как в главных кабинах. Место пассажира. Также туалетные комнаты есть. Может воспользоваться Да. пассажир. Все условия для этого созданы. Помимо этого, то, что я вам говорил, с правой и с левой стороны механическое с помощью пульта Понятно. спуск. Кабину посмотрим. Это условие также создано для локомотивной бригады. Здравствуйте. Соответственно, здесь, так же как и в вагонах, кондиционирование воздуха, более современный пульт управления, не надо нет отсутствия экранов машиниста, то есть он управляет, вот две ручки у него справа. Джойстиком, да, получается? Да, как джойстиком. Широкий обзор видимости, соответственно, могут контролировать, что происходит в салоне. Помимо этого, камеры оборудованы еще и на улице, это уже техническая сторона, можем следить за контактным проводом, за механическим оборудованием, и все это снимается и дальше анализируется. Для Это уже дальнейшей современная работа. Да. Мы сейчас Здесь, наверное, лучше работается, да? Намного комфортнее, конечно. Да, это правильно. Ну и для пассажиров тоже более комфортные условия. Да. созданы, чем- Тут тепло, все комфортно и прям это. С наступающим вас. Спасибо. Обратите внимание на этот подвижной состав, но сейчас мой коллега вам продолжит. Это краткую характеристику электропоезда, уральский локомотив, верхняя Пышма, Вот, Свердловская сдвигаются. область. О чем я говорил, о том, что выдвигаются для любого типа платформ. То есть мы сейчас можем уже использовать как на высоких, так и на низких. Электропоезд с скоростью 160 км в час, двухсекционный, курсирует в основе своей на двух дорогах. Это Октябрьская дорога, Северо-Кавказская, Южноуральская. Вот видим и обязательного видения этого состава непосредственно здесь, на Куйбышевской железной дороге. вот этот состав придет нам в декабре. Нет, это Орлан, это новый подвижной состав, который мы обкатываем, и это, так скажем, наше будущее. 5 вагонов, вместимость 341 место, разделен на 2 блока, сиденья в виде турист, и далее есть отдельный отсек бизнес-класса. Это бизнес-класс. 12 мест бизнес-класса, соответственно, здесь происходит. Отличительной чертой является обеззараживание, соответственно, кухня. Здесь уже кухня, микроволновка. Ну и если сравнивать кабину, пройдемте. Вы побывали в той кабине, а вот кабина. Самолет, да? Это уже самолет. Комфортно здесь? Да, машинист, инструктор локомотивных бригад, Челябинская дирекция моторвагона. Данной машины у нас уже 3 на нашей дороге. Это 3-я, которая пришла у нас прям с завода, к вам ее пригнали. Пробег всего 200, получается 500 теперь уже километров. Ну, преимущество данной машины это, конечно, скорость и комфорт. Скорость конструкционная, эксплуатационная 160 км в час. Пневмоподвеска. Набор скорости, Набор скорости идет плавный, то есть кривые, вход в кривые. Да, вход в кривые, все сглаживается. И преимущество именно данной модели это ее двухсистемность. То есть она может ехать как на постоянном токе, так и на переменном. А, вот то, что да. Да. А сколько емкость пассажиров? Вот сколько пассажиров перевозит Порядка 350 350 человек. человек. А вот состояние нашей железной дороги позволяет на таких скоростях ездить, да? Да. А У нас- вибрации нет, ничего? Нет, ну на нашем участке, вот Челябинск-Магнитогорск, мы 140 эксплуатируем. То есть 140 у нас уже есть участки, 160 это требуется дополнительно. Это требуется замена контактной сети, потому что в основном у нас контактная сеть на 140 км в час. Надо такие брать. Мы за. Ну, это уже другой уровень комфорта, уже другое совершенно. Кабина совсем другая, Радифович. Тут не кабина, тут и салон совсем другой. Аккуратно, ступеньки, ага, да. Вот мы ведем переговоры с РЖД, и когда встречались с Олегом Валентиновичем, мы в Москве, вот как раз в рамках недели, мы ему говорили, что вот
Мы сделали большие работы по сути, капремонту, реконструкции вокзала. И вот нам все-таки нужно думать о тоннеле, потому что здесь-то комфортно, а там тяжело, бабушкам тяжело подниматься, а вот особенно пригородные, ну, пожилые люди ездят. И мы можем перейти на такие составы? Это будущее наше, да? А вот мы думаем сейчас, все-таки ведем переговоры, и сегодня вот мы это обсудим. Наша вот эта идея все-таки сделать проект и поднять платформу, чтобы сразу на уровне пола человек заходил. Благодарю. А вот в декабре что приходит? В декабре это дизельный автобус. У нас не везде есть электрификация. Он будет ходить... Он до Стерлитамака, и да, он вниз будет ходить. Но он тоже, я так понимаю, современный комфорт? Да, он современный. Это как бы РА-3. У нас сейчас ходит максимум РА-2, РА-1, но это последний. Это последний подвижной состав, который поставляется в компанию. Нет, мы сегодня тестовую поездку до Выгляно и до Раевки доедем, а завтра мы поедем в Магнитогорск, вот, соответственно, с этой тестовой поездки. И завтра уже планируем уехать. Надо протестировать все, своими глазами увидеть, а потом уже... А там до Сибая не идет до вас? До Сибая нет, только до Магнитогорска? Ну, пока мы планируем до Магнитогорска посмотреть, а дальше уже протестируем. Может, надо подскочить вам до Сибая посмотреть? Это его родина, вот так. Ну, мы посмотрим. Сибай заработает? Потом мы... Федорович, а о чем соглашение подписали? О сотрудничестве с РЖД в области инновационной деятельности. То есть РЖД действительно такой современный же, скажем, современный игрок, и они мало того, что современные управленческие решения принимают, они еще и инновационные решения принимают, поэтому все те находки, которые инновационные у нас есть, они готовы принять у себя в производстве. Вот они рассказали о их примерах сотрудничества, поэтому, а у нас, учитывая, что есть сейчас как раз площадка для интеграции, достижения науки и, соответственно, бизнеса и производства, и наш евразийский НОЦ, вот об этом будем. Это еще одна вот такая маленький сегмент нашего сотрудничества. Спасибо. Ну, мы его доведем до логического завершения. Да, мы его доведем до логического завершения, и он будет лучше как бы на территории вот, Куйбышевской дороги точно. А так и замахнемся. Вот я там, помните, хотите, что скажу, вот там были кассы военные, помните? Да, военно-воинская касса. Да, была, как называлось? Вот, да, я в отпуск, когда приезжал. Она так и называлась, воинская касса. Ко второй платформе. Пригородный поезд. Федорович, не хочется билетик купить и так в поезд, и куда-то? Вот мы как бы дожмем до конца все и сделаем не только красивые залы ЖД вокзал, но и новые составы, и удобные сервисы, быстрые, комфортные, с цифровой, соответственно, всей контуром, чтобы была возможность там покупать билет, сидя на диване. То есть вот, когда вот это все сделаем, будем гонять. Спасибо.